Итак, движение «Талибан» практически полностью контролирует Афганистан. Лидеры талибов пытаются добиться своей легитимизации в глазах мирового сообщества. И если с расстановкой своих людей на ключевые государственные позиции проблем нет, то с международным признанием все намного сложнее. Таджикистан загнали в рамки. Будет ли он признавать Талибан или все так же будет ему противостоять, пока непонятно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, объединятся ли Иран и Таджикистан в поддержку Ахмада Масуда. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Афганистана на сопредельные страны не было зафиксировано организованных атак, однако открытая демонстрация силы и словесные угрозы в адрес своих соседей талибы все же допустили. Из-за резко негативной позиции официального Душанбе в отношении Талибана охранять афгано-таджикистанскую границу талибы поставили боевиков, выходцев из Таджикистана. А в граничащие с Таджикистаном провинции демонстративно направили многотысячную группировку смертников Лашкар-и-Мансур. Некоторые полевые командиры Талибана даже грозились пойти на Душанбе войной. Шансы на объединение Ирана и Таджикистана невелики, но они будут поддерживать Масуда каждый своими способами, считают эксперты. Визит Ахмада Масуда, лидера Национального фронта сопротивления Афганистана в Иран на прошлой неделе с посланием от президента Таджикистана Эмомали Рахмона бывшим афганским джихадистом и политическим лидером, и его встреча с аятоллой Хаминеи совпали также еще с одним заявлением талибов. Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид сказал, что они ищут хороших отношений с Таджикистаном. Эти два совпадения в последние дни вызывают вопрос о том, поддерживают ли Иран и Таджикистан совместно фронт национального сопротивления или Ахмада Масуда, или же Таджикистан остается в одиночестве. И в целом, какими будут будущие отношения Таджикистана с талибами? И со стороны иностранных игроков не озвучиваются никакие планы по смещению нынешнего правительства, поэтому в ближайшее время Талибан будет еще править. На этот вопрос ответил таджикский эксперт по Афганистану Амир Заман и афганский эксперт, живущий в Европе, Эхсана Шамола. Таджикистан полностью поддерживает младшего Масуда. Нет сомнений, что и в Иране есть лобби и влиятельные группы, которые согласны с тем, что нужно поддерживать Ахмада Масуда. Но даже если эти группы действительно добьются определенного успеха, я не думаю, что Иран открыто поддержит Масуда, говорит Амри Замон. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По его мнению, поддержка будет носить неформальный характер, возможно, через Таджикистан. Иран вложил значительные средства в поддержку Талибана, и Тегеран, вероятно, рассчитывает получить от этого выгоду. Если Иран открыто поддержит талибов, может потерять все свое влияние на Талибан и Афганистан, говорит он. Муджахид, глава пропаганды талибов, утверждает, что нынешнее правительство, опять же, попечительское, но тем не менее в рамках замминистров и некоторых других министров уже есть, значит, национальные меньшинства, как, например, второй вице-премьер узбек, глава генерального штаба таджик, да. Но инклюзивности нету с точки зрения партийной аффилиации, поскольку всего около 2 человек, 2 министров, министр финансов и министр образования, насколько я помню, да, они, значит, не связаны с Талибаном, все остальные связаны с Талибаном. Эксперт не верит в успех сопротивления и считает, что его будущее неопределенно, поскольку Талибан получил полный контроль над Афганистаном. В то же время он не исключает и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Если экономический и финансовый кризис в Афганистане продлится дольше, недовольство, вероятно, вырастет. В этом случае все зависит от того, как сопротивление будет использовать эти возможности, сказал он. Судя по выражению духовного лидера Ирана Али Хаминеи, Иран пытается предотвратить разрыв отношений с талибами, хотя на Иран уже были нападки, в том числе со стороны Гульбидина Хикматияра, руководителя Исламской партии Афганистана, который недавно обвинил страну в отправке боевиков ИГИЛ в Афганистан. В то же время, по словам Амири Замона, Таджикистан не намерен как-то улучшать отношения с талибами. Таджикистан не предпримет никаких шагов в ответ на недавнее заявление талибов об улучшении отношений, но экономические связи будут сохраняться, в том числе продолжится продажа электроэнергии в Афганистан. Думаю, что Душанбе возьмет паузу и перестанет критиковать правительство Талибана, считает он. Афганский эксперт Эхсан Шамол считает, что встреча Ахмада Масуда с Хаминеи остается лишь слухом, а не состоявшимся фактом. Кроме того, иранские официальные лица наотрез отрицают ее проведение. Если бы эта встреча состоялась, у нас была бы возможность более уверенно говорить об изменениях, которые произошли с тех пор, говорит эксперт. По мнению Шамола, шансы на объединение Ирана и Таджикистана в поддержку Ахмада Масуда не
невелики, поскольку в региональных делах Иран всегда действует как независимый игрок. Иран и Таджикистан могут поддерживать сына Масуда по-разному, но не совместно, поскольку Иран поддерживает отношения и сотрудничество с Талибаном на различных уровнях и как региональная держава неоднократно приглашал высокопоставленных представителей Талибана и предоставлял им возможности для дискуссий, говорит Шамол. В то же время Шамол считает, что защита Таджикистаном прав таджиков и представителей других наций в Афганистане логична, поскольку одним из ключевых вопросов будущих мирных дебатов в Афганистане является проблема этнического превосходства и обеспечения устойчивого правосудия. Таджикистан говорит то, что говорит международное сообщество: формирование инклюзивного правительства с участием всех этнических представителей афганского народа, включая таджиков. Поддержка Таджикистаном таджиков в Афганистане не означает подстрекательство их к борьбе с талибами, а заключается в том, чтобы с использованием политических и дипломатических средств защитить права одного из многочисленных представителей народов этой земли, заключил эксперт. Вы согласны с такими мнениями или, возможно, у вас есть свое, которое значительно отличается? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, обсудим это вместе. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!